Смотрите, например, если мне не хватает деньги на автомобиль, manga avtomobilga pul yetmayapti degani, это означает, что мне сейчас он не нужен. U manga hozir kerak emas degan. Но мне автомобиль нужен, lekin manga автомобиль kerak. Но я, значит, должна дойти до того, чтобы я получила деньги для автомобиля. Avtomobilga pul olishgacha yetib borishim kerak. Прочувствовали? His qildingizmi? Но если у меня нет денег, agar mani pulim bo'lmasa, он мне и не нужен, u menga kerak emas. Я дохожу до этого sozнанием, деньги расширяются, o'sha pulgacha yetib boraman ongim bilan, pulim kengayadi, я уже получаю стабильные деньги, уже doimiy pul olaman. Вот тогда я могу покупать. O'shanda bemalol ola olaman. Как-то я купила на свои деньги Lacetti Gentra. Bir paytlar men o'zimni pulimga Gentra Lacetti oldim. Я не помню, я говорила, нет, aytganmanmi yo'qmi, сейчас, может быть, повторяюсь, да, balkim qaytarib aytgandirman. Я купила Gentra, men Gentra oldim. И тогда, это был 2017 год, 2017 yilida, у меня денег хватило только на эту Gentra. Mani pulim faqat shu Gentraga yetdi. И мне все сказали, что я в сознании бедности купила эту Gentra. Kambag'allik ongida oldingiz bu Gentrani, вы сами не делаете то, что вы говорите. O'zingiz aytayotgan bilimlaringizga o'zingiz amal qilmayapsiz. Вот. И я вам сейчас эту разницу объясню. Men sizga buni farqini tushuntirib beraman. У меня были стабильные деньги, menda doimiy pul bor edi, которые хватало только на объем Gentra, faqat Gentrani объемiga yetardi. Понимаете? На объем Malibu я не дошла сознанием. Malibu'ni объемigacha men ongim bilan yetib bormagandim. То есть мой постоянный доход только на Gentra указывал. Mani doimiy kelayotgan pulim faqat Gentraga ruxsat bor. Сервис Gentra, менять баллон Gentrani сервиси, баллоны, все, поняли, да? Hamma narsasi. То есть постоянный ремонт, doimiy remonti. И я понимала, что, может быть, даже через полгода я уже могу купить Malibu. Balkim 6 oydan keyin уже ola olarman Malibu'ni. Но мне еще надо дойти, hali yetib borishim kerak. Так как расходы Malibu'ni расходlari для меня тогда было много. Men uchun ko'p edi. Как мы это понимаем? Uni qandoq tushunamiz? То есть я не могу, то есть вы не перекрываете, yopmaysiz, ya'ni я должна одеваться так, как я одевалась. Men doim kiygan narsamni kiy olishim kerak. Я должна кушать то, что я кушала. Yegan narsamni yeyishda davom etishim kerak. Мой ребенок должен ходить в садик, который ходил. Doim borgan bog'chasiga bolam borishda davom etishi kerak. Мой ребенок должен ходить в кружки, который ходил. Borgan кружоклariga borish kerak. Например, если он занимается карате, плавание и репетиторство, bolam ham karatesi, ham suzishga borishi, ham repetitorstvosi bo'lsa, когда он индивидуально ходит, birga bir borsa o'qituvchisi bilan. После Malibu'dan keyin так, мой ребенок, bolam, теперь ты ходишь на групповые занятия, endi sen групповойga borasan, так как мы купили Malibu, chunki biz Malibu oldik, теперь у меня нет на это денег, да? Endi men birga bir borishingga yo'q darsim, ya'ni pulim individualniy qatnashga, да? Tushunmaysiz nima deyotganim? Если вы это чувствуете, что идет напряжение, уже bosim boshlanyaptimi, вы чувствуете внутри, через вас, что вы уже жадничаете, уже qizg'an вас. Вы уже, не хочется вам на это давать деньги, уже bergis kelmayapti. Уже означает баланс портится, баланс buzilyapti degan. Нарушается. Поняли? Внутренний баланс, ichki balansingiz. Прочувствовали? Угу. Поэтому мы делаем с каждым шагом потихонечку, har qadamda sekin-sekin.